Все у вас хорошо, можете идти на прививку. Алия Бекбузарова к прививке от полиомиелита готова. Смелости малышки можно позавидовать. Измерить температуру, послушать легкие и проверить горло. Врачи прививают только здоровых детей. Обязательную процедуру перед вакцинацией трехмесячный ребенок прошел. Это именно тот возраст, когда детей впервые прививают от опасного вируса. Мама заботится о ее здоровье. Чтобы как-нибудь защитить своего ребенка от... Сейчас дети часто болеют корью, ветрянкой. А после них бывают осложнения. Сколько детей уже ждут. Уже даже вы знаете, что от этой кори все что угодно от этого осложнения. И поэтому как-то защитить своего ребенка. Лихорадка, потливость, головная боль, рвота, кашель – все это на первый взгляд симптомы обычной простуды, однако все может быть намного серьезнее. Почти такие же симптомы и у полиомиелита. Вирус поражает преимущественно детей до 6 лет. Для выработки иммунитета достаточно 6 доз. Получить их пришел и Осман Цычоев. Для мальчика это не первая процедура, поэтому он совсем не боится. Все, молодец. Все, не больно, да? Молодец, я мужчина, вы что? Все, держи вату. Инфекция проникает в организм через пищеварительный тракт. Вирус способен сохраняться там до 4 месяцев. Он поражает нервную систему человека и может в считанные часы вызвать полный паралич. Инфекция может передаваться через предметы обихода, воду и пищевые продукты. Есть формы полиомиелита, которые протекают без поражений нервной системы. Это инаппаратная и висцеральная. Они не дают никаких осложнений, не приводят к инвалидизации. Есть такие формы, которые, к сожалению, они тоже нам не подвластны. Они могут привести к инвалидизации ребенка. И вылечить полиомиелит невозможно. То есть от него нет лечения, как и от других прививок по национальному календарю, которые мы делаем. Все вакцины, а это живая и инактивированная, в поликлинике есть в наличии. Запасов достаточно. Препараты хранят строго по инструкции с соблюдением температурного режима, поэтому переживать родителям не стоит. После же процедуры у детей может быть побочный эффект, но это абсолютно нормально, говорит врач-педиатр с многолетним стажем Хейди Миржоева. У самой 3 детей и все привиты. В большинстве случаев она переносится, по крайней мере, на моем веку еще не было, стажа работы, еще не было таких осложнений, которым могла бы привести эта прививка. Она переносится хорошо, максимально там местное покраснение в зоне укалывания и температура до 37. В основном дети переносят ее хорошо. Для инфекционистов детской поликлиники каждый рабочий день – это борьба с опасным вирусом полиомиелита. Мы делаем около 20 вакцинаций. Призываю всех прививать своих детей, так как вакцинация – это единственная профилактика от вирусных инфекций. В России в рамках национального календаря профилактических прививок проводится иммунизация против полиомиелита в 3 и 4,5 месяца инактивированной вакциной. В возрасте 18-20 месяцев и 6 лет также проводится ревакцинация против полиомиелита живой вакциной. Амина Зязикова, Султан Мугушков, Магаз 24.